От адвоката вы отказ? В Кыргызстане решили окончательно покончить с независимой журналистикой. Так, 15 января сотрудники ГКНБ провели обыски в офисе портала 24KG, конфисковав оборудование и задержав генерального директора издания Асель Оторбаеву, а также главных редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря. 16 января уже сотрудники МВД провели обыск в офисе Темиров Лайф. Конфисковали оборудование, а также обыскали дома и арестовали 11 нынешних и бывших сотрудников. После допросов 11 из 14 задержанных были выдворены в СИЗО на 2 месяца. Журналистов агентства 24KG обвиняют якобы в пропаганде войны. Действующих и бывших сотрудников проекта расследователя Болота Темирова силовики пытаются привлечь за призывы к массовым беспорядкам. То есть их допросили, но не отпускают. Сейчас вопрос стоит, им предъявляют обвинения или просто их держат и ждут какие-то указания. Болот Темиров – правозащитник из Кыргызстана и известный журналист, расследователь коррупции, основатель YouTube-канала Темиров Лайф, в рамках которого публиковались расследования о коррупционных схемах в государственных структурах Кыргызстана. В 2022 году власти провели обыск в офисе Темиров Лайф и депортировали Темирова в Россию, хотя он является уроженцем Кыргызстана. Болот Темиров считает задержание его бывших и нынешних сотрудников местью за журналистские расследования, которые публиковали его проекты. Учитывая, что задерживались сотрудники, которые не работают у нас уже 1,5 года, можно говорить, что цель – полное уничтожение всего, что связано с Темиров Лайф и Айт Десе. 2 года назад они также думали, что своими действиями уничтожают нашу команду. Но это им не удалось. Сейчас же больше похоже на месть за то, что мы раскрываем их ложь и показываем правду, считает Темиров. Это разворовывание государства, ваши рейдерские захваты предприятий, ваши репрессии, которые вы устроили против инакомыслящих и критиков. Что же касается портала 24KG, то истинная причина его преследований может быть связана с освещением вторжения России в Украину. В сентябре 2023 года российские власти заблокировали на своей территории доступ к порталу из-за его репортажей об этой войне. Буквально на этой неделе в отношении информационного агентства 24KG было возбуждено уголовное дело. Это говорит о том, что продолжается тенденция того, что средства массовой информации, свободные средства массовой информации ущемляются, независимые журналисты преследуются. Наблюдатели в Кыргызстане отмечают, что Садыр Жапаров методично действует по уже отработанному Путиным в России сценарию укрепления своей власти и перевода страны в режим диктатуры. Организация войны, уничтожение независимых СМИ, аресты политических оппонентов, так называемая борьба с терроризмом и следующее за этим усиление спецслужб. И это неудивительно. Различные источники уже давно сообщают, что Москва прикомандировала Жапарову своих политтехнологов, чтобы навести порядок в Кыргызстане, обеспечив над ним свой стабильный контроль посредством подчиненного президента. Бүгінгі күнде президенттің саяси технологтары бар. Алар Россиядан келген. Азыр иштеп атышат. Азыр иштеп атышат. Орустар бар. Мен алармен да жолуккам. Жана сиз Орусиянын катышы жөнүндө айтып калбадыңызбы? Ал күндөрү Орусиянын бийлиги сизге да кайрылып, Ал Тургай президенттик администрациянын жетекчи орун басары Дмитрий Казактын Бишкекке келип кеткендиги белгилүү болгон. Орусия сиз менен сүйлөшкөн учурда Орусиянын бийлик өкүлдөрү эмнелер жөнүндө сөз болду эле, эмне шарттарды койгон жана бийликтин алмашуусунда Орусиянын таасири кандай болду? Биринчиден мен Бортников менен күндө бир 4-5 жол сүйлөшүп аттым. Политический вопростордун бардыгын бул Козак келген. Политический жагын Козак сүйлөштү бардыгы менен. Анткени Козак жалгыз келген жок, бул целый делегация менен келди. Делегациянын көбү биздин Кыргызстандагы көп саясатчыларды тааныган, алар ошолор менен сүйлөшүп, жана бир эмеге келишти да, жанагындай. И алар легитимизацияны берип атышты да. Самое главное ошо. И таасири аябай эле чоң.